В жизни каждого человека самое главное и самое первое слово – это мама. И первые в жизни подарки мы тоже получаем именно от нее. Первый подарок – это жизнь, второй – любовь и третий – понимание. Ну а кто, как не мама, знает своего ребенка лучше всех? Ведь только она носит его в своем животе 9 месяцев, до 3 лет носит на руках и всю жизнь в своем сердце. Так и наша сегодняшняя героиня проносит через свое сердце свои переживания за сына, уже взрослого, уже состоявшегося и известного. Яркий образ, характерная роль, отличная актерская игра. Какую бы партию ни исполнял этот артист балета, главную или эпизодическую, все у него получается на высшем уровне. Заслуженный артист Республики Саха-Якутия Павел Необутов проторил себе дорогу через тернии к звездам не только за счет своего таланта и усердия, но и благодаря маме, которая, к слову сказать, очень за него переживает. И когда он начинает поднимать девчонок, у меня аж прямо спина болит. Его, видимо, тягость в спине мне передавалась. Наталья Леонидовна позже призналась, что со временем эти страхи ушли, но вот за диетой сына она старается следить основательно. И прежде чем она поделится секретами своих традиционных блюд, Наталья Леонидовна раскрывает нам изюминку своего фирменного чая. Я добавляю масло ливзеи, определенное количество капель в банку. В течение дня несколько раз я мешаю эту банку. А затем, когда молекулы там они друг в друга войдут, будет чай через 3 дня готов. Это особенность. Заливаю, закрываю. И еще маленький секрет. Я из города Тверь, Подмосковья. И у меня есть вот такой вот чехольчик из города Твери. Мне кажется, что с ним теплее. Это моя родина. Я накрываю, и он запаривается. Как истинная мама артиста балета, следящего за рационом своего питания, Наталья Леонидовна освоила так называемую монастырскую кухню – простую, доступную, некалорийную. Одно из блюд, которых я очень часто готовлю, это творожные оладьи. То есть так как мучное нам нельзя, это вредно, поэтому здесь секреты именно основа творог. И вообще отличаются от сырников. Это не сырники, это совсем нечто другое. Еще один рецепт монастырской кухни – это запеченная щука. Наталья Леонидовна с удовольствием делится очередным секретом приготовления. Один из секретов, чтобы положить на разогретую сковородку лук, нужно обязательно его, порезав, помять, посолить и на раскаленное масло на сковородку. Потом морковь, это подложка, выкладываешь в какую-то форму, сверху рыбу и заливаешь сметаной, с молоком. Можно добавлять все что угодно, какие-то приправы и все, и в духовку. Я вообще придерживаюсь того, что готовит мне мама. А так, на самом деле, профессия энергозатратная, и поэтому все горит. Но я тоже люблю достаточно простую пищу и стараюсь не есть ничего вредного. У меня как-то тоже в привычке все идет от того, что готовит мама, поэтому я к этому так отношусь спокойно. Так, чай готов. Очень красивого цвета он получается и очень-очень вкусный. Не скажешь, что это лимон или это мелиса. Это что-то такое между цитрусом, цветочным. Очень вкусный чай. Этот ароматный чай всегда объединял всю семью Необутовых. Состоит она из 4 человек, где эпизодическую роль на себя взяли родители, а главные роли исполняют 2 сына. К счастью, у нас 2 сына, и разница у нас 11,5 месяцев. Поэтому первый год жизни
с 2 детьми я поняла и себе сказала, что 2 года пеленок я выдержала, а 2 года 1 класса я не выдержу. И я отправила 6-летнего маленького вместе с Пашей в 1 класс. Ты же работала завучем, и все попытки сбежать с урока пресекались, потому что, не успев дойти до дома или там, до пункта назначения, уже докладывали. Ну да, я была завучем в 7-й школе и была одновременно классным руководителем своих детей. А то, что они 1 раз сбежали в кино вот в 11 классе, я им потом там всему классу... Это уже было, знаете, конец учебного года. Все уже было понятно, так скажем. А до этого одному было 4, другому 3. Они у нас ходили в очень хороший детский садик, в школу Ховарда, занимались английским языком, был носитель английского языка, семья из Америки с ребенком. Этот мальчик даже к нам в гости приходил на ночь. В общем, мы очень хорошо дружили. И вообще, вот когда я начинала учителем, была такая строгая, оказалось, там вот все. Потом, когда я родила, у меня совершенно другое отношение было к детям. А когда дети мои пошли в школу, я вообще поменялась по отношению к детям. Совершенно другими глазами стала на них смотреть. Я стала мамой школьников, и у меня... И так-то дружила я со всеми родителями на всех этапах жизненного моего пути. Вот до сих пор со многими дружим. И мама, я говорю, всегда приходила поздно, там уже было под вечер, наверное, уже часов 9, уже спать пора. И вот такой запах, я этот помню, запах холода на одежде. Когда мы ее побежали обнимать, вот этот запах холода, я всегда, как бы, вот, я его помню. И вот этот, когда закрытая дверь, мама, уже потом я понял, что мама пишет диссертацию, мешать нельзя. То есть вот эта полоска света всегда ассоциировалась с тем, что мама занята, и туда заходить нельзя. Поэтому мы проводили время с папой, мы все спали втроем на одном диване, а мама всегда работала. Я была очень строгая мама, там папа вплоть до того, что мать в дверях, прячемся. Они под диван втроем прятались, я это помню, то ли это был смех, то ли это на самом деле было, черт знает, не знаю. Вот. Но вот надо учиться, надо вставать, надо идти на тренировку, значит надо. Можно поиграть в этот момент, значит можно. Дети должны знать 3 слова: надо, можно и нельзя. И по христианским законам даже вот все говорят, если человек провинился, надо его наказывать, но любя. Проступки должны быть наказуемы, не надо спускать это. Знаете, человек не учится на чужих ошибках, человек всегда учится на своих. Пока башку не разбили там под домом. Ну вот вам и наказание. Вот наказание, и все. Наругали, ну что делать? Когда я родила Пашу, долгожданный был ребенок, имя было однозначно выбрано. Мы с мужем комсомольские бывшие работники. Любимое мое произведение Павел Корчагин. Вся семья, прочитав эту книгу, они знают. Как закалялась сталь. Да, как закалялась сталь. Он назван Павлом в честь Павки Корчагина. И даже и не вставал вопрос, как назвать другого. Значит, в честь Николая Островского. 2 в 1. И когда родился Коленька, у меня открылась часть сердца для него. А он совершенно вот у нас другой, с другим характером. Ну вот, закончил бесплатную ординатуру по кардиологии. Потом предложили ему писать диссертацию. Год назад он стал уже заведующим кардиологическим отделением. А так он сразу же, когда пришел на работу, сразу же его поставили в кардиореанимацию. И когда спрашивают, кого ты больше любишь, да нет у меня такого, я люблю одинаково, моего сердца на всех хватит. Они оба дорожат дружбой, у них немного друзей, достаточно много, но не настолько, чтобы вот раскидываться. Это вот такие матерые друзья с детства. Ну вот у нас сохранились несколько вариантов их первых
живописных работ, которые мы очень долго вообще хранили, и не просто хранили. У нас на квартире, когда они были маленькие, где мы жили, прямо на двери у нас была вся дверь в их рисунках. Мы долго-долго на них смотрели и не выбрасывали, до сих пор вот не выбрасываем. Чья из них, наверное, вот Паш получше рисует. Вот здесь вот окно, тут солнышко, что-то такое вот его. А Коля, у него почерк врача. Вот и по рисунку это видно. Если сыну Николаю была предопределена судьба врача, то с Павлом совершенно другая история. Наверное, мама просто хотела немножко другой судьбы для меня. Ну, мне понравилось, и я стал получать от этого какое-то удовольствие. Понял, что... Ну, мне все-таки кажется, что мама видела, что мне в школе, наверное, нету какого-то такого роста, что мне что-то не то. И она меня отдала в училище. Каждый день надо улучшать и улучшать себя, что-то исправлять, что-то... В общем, принимать какие-то решения, которые тебе, наверное, было бы тяжело сделать. Ну, в общем, как-то ломать себя, свою силу воли, наверное, перебарывать себя. Ну, слово «надо», которое в этой профессии, наверное, решает все. Ну, на мой взгляд. Надо очень много работать каждый день. И все решается здесь, в этом зале, а не по задаткам, которые у тебя есть в самом начале. Я помню Пашу, такой, он с детства, в принципе-то, был уже такой парень, скажем, заинтересованный, старательный, и он, главное, понимал, что он делает. Вот это самое главное, важное было, да, что ему нравится здесь учиться, и нравится танцевать. И у него восприятие было хорошее в том, что он как бы себя немножко видел, да, дальше. Более дальновидный, уже более осознанно занимался. Вот это было вот в нем, мне кажется, хорошие такие качества уже с детства. И было приятно работать. Может себя преподнести хорошо, скажем, ну да, вот, выразить свои эмоции, да, технику. И главное, вот, мне кажется, его самое такое, да, отличительное, это вот старание. Вот, мне кажется. Да, вот. Он может добиться того, что нужно сделать. Захотел — сделал. Вы знаете, как наш руководитель сейчас говорит, у каждого из вас есть своя фишка. Вы должны этим пользоваться. Ну вот я ищу в себе эту фишку. Ну, сейчас хочется. Да. Вообще, на самом деле, у нас как-то так складывается, я не знаю, это вот так принято, что ли, что все равно тебе дают по твоему амплуа. То есть, если ты, ну, вот, не знаю, лирик, то ты все равно будешь танцевать лирические партии. А если ты вот, ну, брутал, что ли, ты будешь танцевать, ну, такие вот брутальные более партии. Конечно, есть люди, которые, им дано все танцевать. Но я не знаю, я отношусь к этим людям или не отношусь, это уже не ко мне вопрос. Конечно, мне хочется попробовать себя разным. Это же, как сказать, частичка чего-то себя. И каждая роль — это новая возможность себя как-то проявить по-другому. Я вот еще раз говорю, хочется попробовать себя во всем, но не все тебе, ну, дано, так скажем, по природе. Кому-то дано больше, кому-то меньше. Хочется, если есть такая возможность, надо ее попробовать. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Там, вообще балет — это нравится, не нравится, это тоже, все же кому-то нравится черное, кому-то нравится белое. А хочется быть разным. И в этом есть вся прелесть нашей профессии. Если вот, допустим, знаете, вот говорят же, если предоставится шанс там еще раз жизнь прожить, вы прожили бы эту жизнь еще раз? Я бы сказал, что нет. Потому что, во-первых, если есть второй шанс, надо попробовать прожить его по-другому. Зачем это повторять?
Если Павел, имея шанс повторить свою судьбу, не стал бы проживать ее заново, то мама, каждый раз испытывая счастье за успехи своего сына, хотела бы проживать это ощущение снова и снова. Что такое счастье? Был училищный спектакль на сцене нашего театра, и Наталья Семеновна Посельская пригласила нас всех. А директором театра был тогда Иван Иванович. И почему-то непонятным по мне сейчас вот причинам он сидел сзади нас. Мы с отцом сидели. И он сидит, значит, вот смотрим спектакль. И я такая счастливая, думаю, Господи, сижу. Ребенок солирует. Самая счастливая минута мне тогда казалась. И вдруг к этому счастью еще прибавляется. Вот сидит директор театра и говорит: вы мама с папой Паши Неолютова? Я говорю, да. Он говорит, какой хороший сын у вас. И вот скажите, после этого, какие я должна была испытывать эмоции? Конечно, счастье было вдвойне, что человек, будучи директором, такие вещи говорит. Было мне очень приятно. Конечно, я горжусь своими сыновьями. Конечно. Второй кусочек счастья, когда я была очень счастлива. Я не беру вот те моменты, когда они родились. Это само собой. Это мама, наверное, каждый испытывает это. И вдруг мне приходит по WhatsApp сообщение от Паши, указ, что ему присуждено звание «Заслуженный артист республики». Ну, первое, что я сделала, это я стала рыдать. И моя коллега, которая хормейстер, сказала, ты что плачешь? Я ей даже говорить не могла. Я ей просто дала почитать, все, я просто плакала. Но это были, конечно, слезы радости, вот, гордости. Сразу же стала всем родственникам отправлять, подружкам. Все меня стали поздравлять. Я уже теперь больше, знаете, смотрю на выражение его чувств. Как он играет как роль, не как технически, а как он передает. Ведь зрителям, они же не все понимают, вот скрутил, прыгнул, встать в определенную позицию. Вот. Не, ну если не получится, я, конечно, понимаю. Нет, ну конечно, там совсем тоже понятно. Но я стала обращать внимание, как он играет актерски. И с каждым спектаклем, вот, например, «12 стульев», однажды он Кису Воробьянинова играет, и вот он так, а на следующем спектакле он по-другому. А я говорю, слушай, а мне больше понравился вот тот выход. Говорит, а я захотела вот по-другому, и не хочу одинаково. Вот в этом-то и есть весь секрет творчества на самом деле. Тут у того человека, у которого получается и техника, и актерское мастерство, вот это и есть вот талант, это дар человека. Тут надо работать на самом деле. Всегда надо работать, всегда искать
пробовать, анализировать свой труд, и все придет. Вопрос в том, что ты готов отдать за это, чтобы у тебя получилось, чем ты готов пожертвовать, какие силы. Поэтому вот, когда вот мама вот, ну, слезы наворачиваются, потому что это, ну, это был большой труд, который вот прошли, и поэтому его повторить это очень сложно. А когда ты молодой, ты, наверное, больше этого не совсем все понимаешь. Ты танцуешь эмоциями, а сейчас надо танцевать разумом уже. Каждая партия, которая танцует, это частичка моей души, которой я делюсь со зрителем. Это же возможность попробовать себя в разных ипостасях. Мы же в жизни не всегда такие, какие на сцене. Переживаю, что я могу быть такой же, как в жизни. То есть, ну, это Пашка танцует, видно, что это Пашка, и хотя он в образе кого-то, но видно, что это Пашка. Вот это на самом деле такое, я вот этого боюсь. И в том, что я еще боюсь, что, допустим, что вот в этой партии ты такой же, то есть ты боязнь быть одинаковым. Вот. Именно вот когда хочется побыть кем-то другим, вот это на самом деле и есть самое интересное. Ну вот несколько фотографий, которых нам очень, конечно, дорого. Когда он закончил хореографическое училище, получал диплом, вот его тут поздравляют. Это моя коллега с Москвы, профессор пединститута. Это его дядя. Поэтому вот прямо такое поздравление было. Мы все очень радовались, что 8 лет позади. Красные дипломы! Неопутов Павел! Все 8 лет учился отлично! Марина, давай. Здесь мы видим фотографию. Он в Новосибирск на конкурс ездил. Вот танцевал. Вот эти вот все партии. Прямо вот очень красивые фотографии. Это Лебединое озеро. Это тоже училищный вариант, когда они «Миллион Аркинада», да, танцевали. Вот. Это вот он с Екатериной Тайшиной танцует из «Золотого века». Ну, с Натальей Леонидовной, ну, она, конечно же, была вся заинтересована и не только в своем, да, ребенке, можно сказать, а во всех детях нашего училища, можно сказать. И было очень, ну, как бы приятно то, что она вместе с нами и вместе, ну, и Паша воспитывает, да, у себя дома как, и нам помогает, и родителям тоже там, ну, всякие вот собрания, там родительский комитет. Это же очень, скажем, такое общественное дело, и в этом была заслуга ее очень такая хорошая. И связь у нас была постоянная, ну, там разговаривали, что там, как, и помощь родительская, да, нужно помочь там детям, допустим, что-то сделать, там, поехать на гастроли, на конкурсы там нужно будет, да, и вот чтобы и своих же, и родителей тоже настраивали, что дети и будут и здесь учатся там, и, ну, как бы, скажем, надо больше внимания детям, ходить на спектакли, на детские, на их выступления, допустим. Здесь тоже мы собирали там, да, родителей. И в этом тоже помощь большая очень. Связь с родителями — это очень важно, конечно. Вот, да, вот первая справа афиша нашего выпускного концерта. А вот портрет, крайний мальчик справа в черном костюме, в красном галстуке, это тоже я. А вот Дмитрий Николаевич, он мужчина в дорогом черном костюме. А вот наш посередине, это наш первый директор, Наталья Семеновна Посельская, учредитель этой школы. Для всех артистов она вот открыла мир балета. Вот это первый класс. И вот это им вручают студенческий билет, что ли? Да. Удостоверение учащегося. А вот мы как бы это... Ну, там проходило все в торжественной обстановке, эту сфотографировали как бы. Вот. Если тебе говорят замечания, радуйтесь. Значит, есть шанс, что, ну, хотят, чтобы ты рос.
А если тебе не говорят замечаний, либо ты танцуешь идеально, что такого не существует, либо на тебя уже все равно. Поэтому я очень боюсь, вот этого я всегда боюсь, что когда тебе перестанут говорить замечания. То есть, если человеку понравилось, он всегда об этом скажет. Вот, классно. А вот если, ну ничего, хорошо, это значит, все было плохо. Ну, мне так кажется. Я считаю, что я прав. Потому что когда человек просто не хочет тебя обидеть или еще что-то. Ну, все мы, видите, особенно творческие люди, все, опять же, такие вот эмоциональные и все вот так реагируем на свое творчество. Ну, никто же не хочет. Все хотят танцевать хорошо, но не всегда это получается. Вот. Такой тонкий момент. Действительно, танец – дело тонкое. Даже если многим это дано от природы, в силу разных жизненных ситуаций не все проходят этот путь до конца. Но когда у человека поистине есть огромное желание творить, он идет и просто делает. Так получилось и у Натальи Леонидовны. Детская мечта заниматься балетом все-таки исполнилась. Вы знаете, я вот себя помню, наверное, с 4 лет. Я знаю, что я в 5, раньше же круглые столы были, и телевизор у всех был один, да, и из балета показывали только «Лебединое озеро». Я помню, вот вставала на стол, на меня смотрите, я лебедь, вот все прямо наизусть знала это «Лебединое озеро», очень хотела танцевать, меня отдали, я действительно очень долго танцевала, я всю жизнь бредила вот сценой. Ну, не получилось профессионально, но все равно я занималась в творческом коллективе, который он потом впоследствии стал народным. Он при нас стал с девчонками народным ансамблем танца. И преподаватель у нас была Нина Васильевна Гармашова. Это первая ученица, одна из первых учениц Надежды Надеждиной, ансамбля «Березка», который вот именно в Твери она организовала. Она вот именно оттуда была. И классику нам преподавала бывшая балерина Большого театра. То есть у нас достаточно профессиональный был ансамбль. Вот. И, конечно же, я долго-долго вот танцевала. Вот. И я до сих пор сейчас вот хожу, занимаю свое удовольствие в балетную школу. Мне это очень нравится. А у Натальи Леонидовны действительно все получалось и получается хорошо. И в школе, когда работала учителем русского языка и литературы, и когда была завучем, а потом и директором. Сейчас у мамы нашего героя открывается новая жизненная страница. Как никогда мама и сын стали еще ближе друг к другу. Сегодня их объединяет одна работа в театре, оперы и балета. Я начала свою жизнь с белого листа. И благодарна своей судьбе, что директор театра поверил в меня, пригласил. Как говорят, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И я думаю, что я нужна, и мне от этого хорошо. Вот. Другая деятельность, я привыкаю к ней, я ее изучаю, я стараюсь. И ничего страшного, что я была много-много лет руководителем, а здесь я заместитель. Знаете, это очень хорошо. Это новое для меня, с одной стороны. А с другой стороны, в административной работе, когда директором школы работаешь, это все то же самое. Мне нравится. Не надо ничего бояться. Как там у Евтушенко-то? Лишь собственной трусости надо бояться. Не надо бояться густого тумана, не надо бояться пустого кармана, не надо бояться быть честным и битым, не надо бояться быть лживым и сытым. Дорога заканчивается тогда, когда ты этого хочешь. Если ты хочешь, то всегда все можно. Человек всегда может чего-то достичь. Он настолько всех понимает, он настолько всем прощает. Иной раз думаешь, ну вот почему ты так? Да ладно, может быть, у него вот там вот то-то, вот его вот эта вот доброта, она все перекрывает. Его хобби у него вообще доброта. Зачем кому-то делать зло? Это все, я верю очень сильно в бумеранг, и он все равно вернется. И вот все говорят, там, Бог простит, Бог не простит. Все вернется. Если не тебе, так твоим детям.
Вот я говорю, я стал немножко эмоциональным, когда у меня появились дети. Я стал так бояться не сколько за себя, сколько своего ребенка. Дочери Павла всего 3 года, но уже сейчас молодой папа осознает всю ответственность своего отцовства. Нечто подобное в свое время испытывала и его мама, когда ее мальчишки были примерно того же возраста, что и внучка. Я, и вот они вот так вот, мальчишки рядом лежали, и головы их были вот, один вот сюда голову клал, другой сюда. Я вот произносила, я говорила: Господи, продли мне этот период счастья, чтобы они не так быстро вырастали и не так быстро улетали из этого гнезда. Но время идет. Мальчишки выросли и давно уже стали настоящими мужчинами. Однако жизнь такая штука, когда некоторые вещи нужно переосмысливать. Многое приходится осознавать гораздо позже, иногда не без дрожи в голосе. Понимаете, всему вот этому научил меня бабушка с дедушкой. Такой как бы, когда их не стало, я понял, что в этой жизни все не навсегда. Поэтому все надо ценить. Вот и все. Знаете, бабушка с дедушкой так их любили. Вот у них 4 внука, они всех одинаково любили. И надеюсь, внукам я такая же бабушка хорошая, как и вот у моих мальчишек. Больше я даже не знаю, могу я сказать, что я внуков люблю больше сыновей? Нет, не могу. Внуков больше балуешь. Пускай воспитывают родители, а наша задача где-то их побаловать. Ну, я даже не знаю, могу ли я быть строгой. Невестка говорит: Господи, я даже ни разу не слышала, чтобы вы повысили голос. Ну, не знаю. Это нечто другое. Вот совсем другое. Действительно, не зря говорят, что любовь к внукам и детям, она разная. Сравнивать ее почти невозможно. Но что точно можно определить, так это то, кому из детей какие качества родителей перешли по наследству. Папа у нас очень добрый человек. От папы у них перешла доброта, любовь, характер более мягкий. Трудолюбие – это от папы. Любовь к людям, честность – вот от бабушки, дедушки, доброта от бабушки. От меня не знаю, что. Вот, ну, тоже, наверное, вот работа прежде всего. В детстве он любил в футбол играть, а сейчас он в шахматы играет. Вот это вот его хобби – шахматы. Ну, потому что искусство – это понятно. Любит книги читать, тоже его хобби. Он покупает книги из списка 100 книг, которых нужно прочитать. Он увлекается книгами и философскими, и психологическими. Вот. И сейчас мы вообще не можем наговориться. Вот приходим и все говорим и говорим. Если какие-то роли, вот сейчас он работает над ролью Дягилев, вот книгу, значит, все читаем Дягилев. Меня зовут Павел Необутов, и я исполняю роль Дягилева в новом спектакле «Дягилев сезона». Роль Дягилева для меня – это новый образ, новые средства выражения своих творческих возможностей. А помогает мне вжиться в роль замечания педагогов, нашего хореографа, желание воплотить новый образ для нашего зрителя. Для подготовки к роли я изучаю биографию и изучаю различные источники, чтобы мне лучше передать образ. Что нам удалось с мужем воспитать таких мальчиков, за которых не стыдно. Есть чем гордиться, и что их жены любят, значит, мы сделали все правильно. Она очень чувствует людей, она понимает, знает, что как... В общем, у нее очень развит, мне кажется, эмоциональный интеллект. Вот так скажем. Она знает, как что сказать человеку, как, ну, примерно, что как может быть, она просчитывает. Она тоже, видать, шахматист где-то. У него в детском саду однажды спросили: за что ты любишь маму? Ну и что я ответил? А он говорит: как за что? За то, что она просто мама. Почему я должен за что-то любить? Любить надо человека за то, что он есть, а не за то, что он тебе что-то делает. Все, чего я достиг, и мой брат достиг,
Это все благодаря тому, что у меня есть такая мама. Мама, однажды подарив крылья своему ребенку, нацеливает его на высокий полет. И если крылья – это вера и любовь, то полет – это искусство. Получается ангельское сочетание. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.